делала до наёртес. Урок, не помню какой. Ну, в общем, поговорим мы об «и» с точечкой в ком-языке. Когда же она у нас появляется? Ну, вначале такая предыстория. Будучи студенткой первого курса, мы изучали фонетику русского языка. И вот я в учебнике читаю. После твердых согласных гласные по месту образования становятся задними. Типа в некоторых ситуациях звук «и» переходит в «ы». И пример такой. Ива, но под «ивой». Иван, но с Иваном. Икра, но с икрой. Типа мы также пишем «и», но читаем уже в сочетании с этими предлогами. С Иваном, под Ивой, с икрой. Типа читаем мы там «ы». Но мне совсем хотелось читать и так же, как и написано. «И». С икрой, с Иваном, да под Ивой. А я такая думаю, что с моей артикуляцией-то не так? А потом, мать моя женщина, это такие же коми, поэтому-то и у нас все иначе. Ну и теперь, внимание, правила коми-языка. Так вот, дорогие мои, после твердых согласных «д», «з», «л», «н», «с», «т», вот как раз тогда мы и пишем «и» с точечкой. Читается она так же, как и «и». Ну и примеры вам. «Ди», «остров». Так, сейчас я себе выписала. «Зи», «оса». «Ли», ну, пример давайте такой. «Полис», «боялся». «Кони», «где». «Си», «волосинка». И «ты», «вы». Для русского человека сочетание этих звуков, сочетание этих звуков, оно просто убийственно. И, как мой опыт показывает, не у всех это получается. Ну, не расстраивайтесь. Раз не получается, можете также говорить призвук. Не сказать там «ти», а «ты». Не «си», а «сы». Чуть-чуть такой призвук. Но все-таки старайтесь, да. «Ти», «си», «ди», «кони», «вылис», «полис». Так что старайтесь, друзья мои. Как видите, вот широко губы открывайте. Именно так происходит с образованием звука «и». «Кони», «ди», «зи». Ну, в общем, вы поняли, вы же молодцы.